конце 1736 года фельдмаршал Миних вернулся из Петербурга в Украину. В Глухове он встретился с фельдмаршалом Петром Ласси и передал ему составленный в столице план новой Черноморской военной кампании. 40 тысяч рекрут уже пополнили армию, а в Брянске продолжали строить суда, которым предстояло действовать на Черном море. Надо было срочно принимать меры, так как на Масленицу 12 февраля татары переправились по льду через Днепр и истребили русский отряд, убив генерала Лесли и взяв его сына в плен. Тем временем петербургское правительство заключило конвенцию с Венским двором о совместных действиях против турок. И весной 1737 года предприняли новый поход на неприятеля. В конце апреля армия численностью до 70 тысяч человек, разделившись, переправилась через Днепр у Переволочной, Орлика и у Кременчуга. Затем, соединившись, войско перешло Буг. Миних скрывал свои намерения, делал вид, что направляется к Бендерам. Турки ждали его у города, но значительное подкрепление послали и к Очакову. Миних спешил, хотел дойти до Очакова ранее, чем неприятель соберется с силами. Степи русские прошли беспрепятственно. Только у самой крепости татары выжгли траву, и армия заканчивала поход в пыли и пепле. Тяжелую артиллерию, боевые и съестные припасы, как и прежде, должен был доставить князь Трубецкой. Но под Очаковом его не оказалось. И войско вновь осталось без фуража, дров и фашин. Ночью русских встретили пылающие предместья крепости. На военном совете решили немедленно штурмовать, чтобы турецкий гарнизон не успел получить новое подкрепление. Земля вокруг крепости оказалась чрезвычайно твердой, поэтому редуты строили в близлежащих к городу садах. 1 июля в 6 часов утра стали метать по крепости бомбы, особенно туда, где по плану, добытому Минихом, находился пороховой склад. Русские подступили к крепости на расстояние ружейного выстрела и начали приступ. На правом крыле командовали генералы Румянцев и Берон, на левом – Кейт и Левендай. Сам генерал-фельдмаршал Миних ободрял солдат личным примером. Под ним даже убила лошадь. Войско достигло рва шириной в 12 футов. Около 2 часов солдаты безуспешно пытались преодолеть его и выбраться наверх. Генерал Румянцев, заметив, что к пороховому складу подбирается огонь, чтобы спасти солдат от взрыва, дал знак отступить. В это время из крепости выскочило несколько сот турок, которые ударили по отступающим. Но артиллерия исправила дело. В крепости с ужасающим грохотом взлетел на воздух пороховой склад. Вскоре показалось и белое знамя. Миних потребовал от гарнизона в течение часа сдаться. Между тем, часть солдат попыталась убежать морем. Но кормчий галер, увидев, что город взят русскими, спешно снялись с якоря. Русские гусары и казаки ворвались в крепость, и гарнизон сложил оружие. Под Очаковом полегло 17 тысяч турок и 1055 русских. Около 100 офицеров и более 2000 рядовых получили ранения. Оставив часть войска на коменданта, Миних повел свою армию в Малороссию.